Хожахмед Султанович, высшее педагогическое образование в России последние несколько лет претерпевает существенные изменения. Внедрение ядра высшего педагогического образования, как сказалось на педагогических вузах, как оно проходит? Здесь разные, на мой взгляд, в вопросе составляющие. Это то, что высшее образование в последние несколько лет меняется, и ядро. Если начать с высшего педагогического образования, да, действительно, последние 3 года, как раз-таки в апреле было постановление правительства, в рамках которого 33 педвуза перешли в ведомство Министерства просвещения, сейчас их 38. В прошлом году еще дополнился Московский областной университет. В этом году в конце марта вузы педагогические с новых территорий. И вот сейчас вот эта семья из 38 педагогических вузов. И за последние 3 года произошел заметный скачок в развитии педагогического образования под ведомством Министерства просвещения. В целом, как мне кажется, сама профессия учительская, она как бы приобрела новое дыхание, новый виток. А то, что касается ядра, это, наверное, одна из составных частей. Если говорить более детально, ядро высшего педагогического образования позволяет дать одинаковое базовое качество образования. Когда выпускник педагогического вуза одинаково качественно может работать в любом уголке нашей земли. Если этот выпускник Башкирского государственного педагогического университета, он абсолютно спокойно может быть востребован как в Хабаровском крае, в Краснодарском крае, в Мурманской области, в Москве, где угодно. Этому предшествовали достаточно долгие аналитические работы и исследования в самой отрасли, как готовиться, по каким программам, по каким модулям, каким дисциплинам, сколько приходится объем занятий на те или иные модули, сколько зачетных единиц уходит на практику, на методическую подготовку, на предметную подготовку. И в конечном итоге наше экспертное сообщество, как мне кажется, сделали почти невозможно, невероятно, между собой договорились и сформировали это ядро, которое на данный момент состоит из 7 модулей. Вот. Есть понимание подготовки основного, это 72%, и на вариативную часть вузам остается 28%, что, на мой взгляд, тоже вполне прилично. Если говорить о развитии самого ядра и о его последствиях, об этом мы узнаем позже. Сейчас сложно говорить, потому что он только первый курс учится в рамках ядра с 1 сентября. Вот. И сказать, что результат, который мы увидим в конце этого года, он будет объективным, это будет нечестно, это будет неправильно. Это результат достаточно, на мой взгляд, отложенный. Вот, мы его увидим со временем, но в процессе обучения ядро совершенствуется, какие-то новые вызовы появляются, какие-то новые появляются истории, которые надо учитывать, в том числе вот, в части предмета истории изменилось количество зачетных единиц. Вот ядро проходит постоянную коррекцию, оно развивается, оно живет, и я надеюсь, результаты будут интересные, хорошие. Причем я отмечу, что и остальные вузы, которые не являются подведомственным Министерства просвещения, проявляют достаточно живой интерес к тому содержанию, к тому качеству, которое дает ядро. Педагогические вузы меняются не только внутри, в программах подготовки, в системе образования меняется, существенно изменилась материальная база, появились технопарки, появляются кванториумы. Как вы думаете, как вот эта вот внешняя материальная сторона повлияет на подготовку будущих учителей наших? Всегда же интересно, каково твое рабочее место.
Студенческая парта — это тоже рабочее место. Кафедра, деканат, отделы, подразделения, структурные подразделения — это тоже рабочее место. И когда ты приходишь на уровне дизайнерских ремонтов в свое рабочее место для высшего образования, во-первых, это достаточно непривычно. И это очень привлекательно. Чтобы не выделять никакой из вузов, все вузы молодцы, но есть такие вузы, оттуда не хочется уходить. Я больше чем уверен, ваш вуз тоже. Вообще надо начать, что это была отдельная программа. В послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение выделить педагогическим вузам 10 миллиардов денег. И вот на протяжении 2 лет эта программа «Учитель будущего поколения России» реализовывалась. И наши 33 вуза на тот момент, они преобразились. Они преобразились очень существенно. Здесь надо говорить и о учебно-лабораторном оборудовании, о ремонтах, об инфраструктуре, об операционных системах. То есть обновилось практически все. Мне кажется, сами вузы и студенты лучше об этом расскажут, чем я, потому что они в этих преобразованиях живут и ощущают все это. Вот. Но это другой интерес уже и с точки зрения включенности партнеров из отрасли. Это и школы, это и дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования, колледжи. Определенный интерес более повышенный проявляется в том числе и абитуриентов, потому что медийное сопровождение, информационная работа, она в таком выгодном свете показывает наши вузы педагогические, и это привлекает, и это очень интересно. Вот. Причем надо сказать, что у нас создание кванториумов идет на протяжении 3 лет. Вот в этом году 13 кванториумов будет создано. До этого каждый год по 10 создавалось. А технопарки формировались сразу в позапрошлом году. И у наших 33 педагогических вузов появились функциональные, близкие технопарки, на мой взгляд, достаточно такого перспективного уровня, на шаг впереди. И если говорить за прошлый год, оборудование было обновлено по разным направлениям, но это было и инклюзивное оборудование, это было и школьное предметное оборудование, это были какие-то другие истории, и появились демо-площадки для проведения демо-экзамена. Вот. Здесь очень много новшеств. И фасады появились, и какие-то дизайнерские истории. Вот. Они очень привлекательны. Коллеги, как мне кажется, которые преподают, с удовольствием приходят на свое рабочее место. Когда общаешься с преподавателями, я зачастую слышал, что даже уходить не хочется. То есть есть понимание старого рабочего места, когда я учился, я работал в вузе, и вот современное. И с этой точки зрения педагогические вузы достаточно привлекательны. Ну, если говорить еще об оборудовании, мы изучали отраслевой подход других вузов, медицинские, аграрные вузы, которые готовят подведомство Министерства культуры, Министерства спорта. И здесь надо сказать, что наши педагогические вузы опять-таки идут с опережением, потому что они могут позволить себе работать на том оборудовании, которое уже в школах есть или будет еще. Вузовское оборудование, оно идет все равно на шаг впереди. И у студентов наших появляется возможность, равно как и у преподавателей, в процессе своей работы, обучения и подготовки уже относиться к отрасли. Те же кванториумы могут внутри вузов готовить некие лайфхаки, некие видеоматериалы для студентов, точнее для учителей, которые работают в рамках нацпроектов, точки роста, кванториумы школьные, IT-кубы и так далее. То есть это такая близкая к отрасли
возможность, которая в процессе подготовки, ну, дает больший эффект. 2023 год, объявленный годом педагога и наставника. Как вы думаете, чего вы ждете от этого года? Что изменится в системе образования? Что-то самое главное, в системе высшего педагогического образования? Я бы на этот вопрос не хотел бы отвечать шаблонно. Наверное, потому что у меня не другое, а свое отношение к учителю. Я больше чем уверен, работа учителя, возможность работать учителем, это подарок от Всевышнего. Не каждый награжден Всевышним быть учителем. Это право надо заслужить. И я понимаю, что работа учителя — это скорее про нематериальные ценности. И эта профессия не несет в себе возможности приобретать огромные яхты. Это про другое. Я помню слова своей бабушки, которая при жизни говорила, что будучи учителем и молодой девушкой, когда она шла по селу горному, это еще было до Второй мировой войны, в конце 30-х годов, она говорила, что вот седобородые старики, горцы вставали, когда она шла вот молоденькой девушкой. Она, говорит, рассказывала, говорит, ну что вы делаете, мне так неудобно, так стыдно. Говорит, нет, говорит, апостол идет, мы не можем такое сидеть. Уважение. Да, это было отношение к учителю, как к апостолу. Ну, надо признать, что вот в прямом переводе с чеченского слово «учитель» оно и означает апостол. Не раб, который сопровождает ребенка, как с древнегреческого, а апостол. Соответственно, и относиться к учителю надо к этому, как к его роли такой. Надо уйти от того понимания, что когда-то педагог был рабом, сопровождающим ребенка, а понять свою реальную роль в жизни человечества. А год педагога и наставника, наверное, это такая история, которая позволит нам понять это, перегрузиться, почувствовать себя другой. Ведь вместе с дипломом учителя не выдается степень уважения ребенка к учителю. Это уже в процессе своей работы учитель завоевывает это уважение. Год педагога и наставника позволит учителям, родителям, детям, обществу, сообществу переосмыслить, увидеть новую роль учителя или отнестись к старой, забытой роли учителя. Вот мне кажется, помимо многих благ, которые в себе будет определенно нести год педагога и наставника, вот эта вот смысловая перезагрузка всего вокруг. Мы наконец-то начали понимать и осознавать, что учитель имеет огромную роль в процессе воспитания, духовного развития, в процессе, я бы не стал бы разделять обучение и воспитание, для меня это все вместе. Для меня нет первичного, вторичного. Это некий комплекс. Вот. И сейчас роль учителя очевидна для духовной, мировоззренческой безопасности, суверенитета страны. Мы-то это и так понимали. Страна начала это понимать. И это, мне кажется, дорогого стоит. Вот в школе бывают разные учителя. На уроках одного учителя можно порой спать, а на урок другого учителя побоишься прийти даже неподготовленным, нерешенным домашним заданием. И это зависит от учителя, а не от того предмета, который преподается. И это
все в руках учителя, в его словах. Вот мне кажется, вот год педагога-наставника в числе огромного количества блага, которое он будет в себе нести, и вот внутреннее переосмысление своей роли. Вот это, мне кажется, очень важно. Ну и, естественно, все остальное. Вы не первый раз в Акмолинском университете Да. в гостях. Вы видели много других педагогических Да. вузов. Чем отличается Башкирский педагогический университет от других? Есть у нас какие-то отличительные черты? Но у меня так получилось, что я сначала подружился с ректором, а потом начал узнавать ближе вуз. Вот. Я про мед не буду говорить и про соты, да, но если говорить об особенностях, во-первых, наверное, я бы отнесся бы к глубокой материально-технической базе самого университета. Не каждый педагогический вуз располагает такой базой и такими глубокими научными школами. Это очень важно. Это вот не просто там подготовка учителя для школы. Это вот научная школа, и это очень важно. Это, ну, несомненно, черты, которые есть у народов Башкортостана. Мягкость, гостеприимство, радушие. Оно присутствует в том числе и в вузе. При общении, при знакомстве, при каких-то вот деловых встречах, при неформальной обстановке. Это сказывается. Вот такие особенности. У вуза вашего, но это скорее, наверное, от Салавата Талгатовича. Я надеюсь, он эти слова не примет за басню Крылова. В мелочах, в деталях, когда все продумано, просчитано, ты об этом не успел подумать, а оно уже есть. Для вот внешне стороннего человека, который приходит в вуз, это, ну, видно, когда вуз даже в деталях особенные, в мелочах. Это есть. И это приятно, это радует. Но в целом я бы, наверное, отметил бы серьезный уровень студентов. Вот, а это есть прямая производная уровня подготовленности профессорско-преподавательского состава. Вот, это видно не только там при общении, это смотришь, когда там по итогам олимпиад, по итогам каких-то конкурсов студенческих, выигранных грантов и так далее, и так далее. Это все, ну, видно, здорово. Ну и в целом, естественно, когда качество образования улучшается, это в том числе, наверное, заслуга тех организаций, которые готовят учителей. Спасибо за добрые отношения, добрые слова. И что бы вы пожелали нашим преподавателям, студентам? Здесь я не буду оригинален. Мира, прежде всего, мира, здоровья. Существующая обстановка нам показала ценность мира. 2-3 года назад мы все понимали, как важно здоровье. И то, и другое зависит от нашей профессии. Учителя способны формировать будущее, которое сумеет сохранить страну, сумеет сохранить состояние мира, сумеет выстроить то общество, которое будет это беречь, дорожить, защищать простого человеческого счастья, хороших, ну, шебутных, наверное, все-таки студентов, слишком правильных, тоже как-то вот я не склонен, в силу, может быть, своего характера. Я бы хотел, чтобы наши коллеги развивались, были счастливы, чтобы нравилось то, что они делают, чтобы это было приятно, получали от этого удовольствие. Это же так здорово, когда ты абсолютно под мирным небом со своим
хорошим здоровьем, приходишь на приятную работу, приятное сообщество друзей, партнеров, соратников, отрабатываешь и возвращаешься к себе домой. Это так здорово. Я вот хочу, чтобы такая идеальная картина была во всех вузах, ну и в частности у вас тоже. Всего-всего самого доброго. Пусть так и будет. Спасибо вам большое за интервью.